Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Будет ли действовать загаданный мужчина? Как он будет действовать? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Подумайте о мужчине, которого любите, либо который вам интересен. Вспомните его, позовите по имени. Задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, будешь ли ты действовать в мою сторону? Как ты будешь действовать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте-ка посмотрим, что же тут с вашим мужчиной. Будет ли он действовать и как он будет действовать. Так, ну сразу чаша любви вышла, 2 человека. Так, ну мужчина вас любит. Вот как хотите, он к вам расположен. Тут и влюбленность такая яркая, и желание быть с вами вместе, общаться, выстраивать отношения. К вам он тянется. Бесспорно, здесь чаша любви между вами. Но в этой чаше есть дырочка. Видите? Дырочка говорит о том, что есть отток. Причем отток достаточно серьезный. Отток, кстати, идет с вашей стороны, не с его, с вашей стороны. Либо вы в нем как-то очень сильно сомневаетесь, либо вы ему не доверяете, либо вот тоже может быть момент такой, что вы можете выбирать сразу между 2 кавалеров, да, то есть выбирать между одним и другим человеком. Может быть сомнение очень сильное с вашей стороны. Но ваши отношения, я так понимаю, зависят от вас и от вот этой дырочки. Как только вы эту дырочку залатаете, да, скажете, что все, я уверена, это мой человек, у вас все будет выстраиваться. Пока эта дырочка присутствует энергетически, да, вот идут потери, и ну, мужчина даже при желании особо вот как-то себя показывать, действовать, проявляться в вашу сторону не может. Что я вам хочу сказать? У мужчины на вас просто какие-то грандиозные планы, честно. Он тут о вас и думает, и мечтает, и представляет, и, знаете, он на вас справки наводит, он с кем-то о вас общается, с кем-то разговоры ведет, как бы мне к ней там подкатить, как бы мне с ней замутить так, чтобы она меня приняла, да, не погнала, не прогнала, а именно меня принимала. Вот что ему хочется. Ему хочется, чтобы вы в нем рассмотрели того самого прекрасного рыцаря, да, брутала, мужчину, за которым будешь как за стеной, да, защитник, ответственный мужчина. Может быть, он не совсем является таким защитником и ответственным мужчиной, но очень хочется, чтобы вы в нем это увидели. Очень хочется с вами тепла, огня, страсти хочется. Человек может о вас очень много... Вот смотрите, он мечтает, у него очень много всякого рода фантазий, очень много ну, эротических фантазий, понимаете, вот представляет, мечтает. Вот у вас уже в его голове все было, да? Может быть, у вас действительно уже все было. Тогда он прям каждую минуточку, каждую, знаете, как фильм постоянно у себя в голове прокручивает. Как это было, что там она, что там я, какой звук она издала, что, как я себя повел. Может быть, надо было по-другому. То есть, понимаете, смакует. Вот тот этот момент. Конечно, неприлично об этом говорить, да? Все равно, что подглядываю, но тем не менее, говорю, что вижу. Человек намерен действовать активно. Знаете, вот таким вот прям победителем ворваться в вашу жизнь, вас в охапку, на плечо и утащить куда-нибудь в лес и наслаждаться вами. То есть, чтобы так вы, он и никто вам не мешал. Ну, понятно, что мы не в лесу живем, и в цивилизованном мире это практически невозможно. У него есть какой-то план, куда-то вас пригласить, либо позвать. Может быть, это торжество, может быть, это просто вот мероприятие, где-то будет типа праздник, посиделки, там, где... Может быть, будут угощения, выпивка будет. Вот туда он хотел бы вас позвать, хотел бы с вами там время провести. Кстати, у человека могут быть еще и планы такие, да, вот чтобы свадьбу, например, с вами сыграем. Да, он об этом, кстати, постоянно думает, о свадьбе, о каком-то торжестве. Хочется вот именно легких каких-то дней, веселья, музыки, чтобы так, вы и он.
У человека желание вот куда-то вас, может быть, в паблик. Лично, может быть, он не решится, но куда-то в паблик, где есть музыка, люди, угощения, вот туда он вас, скорее всего, собрался позвать. Не уверен, ответите ли вы согласием, либо откажетесь, поэтому он наводит справки. Готовы ли вы, нравится ли вам, что же делать, стоит ли об этом говорить, стоит ли намекать, как вы относитесь, да, вообще к этой затеи посещения каких-нибудь там праздничных публичных мест. Вот прям поспрашивайте у своих знакомых. Вот, скорее всего, он с кем-то разговаривал, с вашими знакомыми, и спрашивал у вас о том, что вам нравится, о том, что вы предпочитаете. Может быть, сюрпризик какой-то хотел бы вам сделать. Но он пока на какую-то дорогую покупку, дорогой подарок, наверное, не решится, потому что, ну вот как-то он сомневается. Ну, не потому, что он жадный, он просто боится прогадать, да, купить не то, что нужно, либо то, что не подойдет. Поэтому пока не решится. Но то, что он будет действовать, это точно. Мужчина очень хотел бы с вами в какой-то новый этап войти, да, этап отношений. Может быть, более какого-то откровенного, близкого общения. Может быть, проживание вместе. Может быть, в брак вступить с вами. Может быть, с вами какую-то серьезную, не знаю, там дело какое-то серьезное осилить, да. Вот ему кажется, что вы немножечко как от него отстранены, понимаете, вот как будто бы между вами что-то либо кто-то есть. И его этот момент очень сильно напрягает и смущает. Очень бы хотелось, чтобы между вами все было вообще идеально чисто и ровно. Вот он прям так и думает, да, вот как бы мне так выкрутиться, изголиться, чтобы у нас все с ней прям было идеальненько. Вот это было бы замечательно. Боится с вами говорить на серьезные темы. Очень боится трогать темы прошлого, как своего, так и вашего. Возможно, у него есть секреты, возможно, есть что скрывать, и он боится, что вы раскроете эти секреты, либо вы неправильно отнесетесь к этому, да, что у него есть секреты, и он от вас что-то умалчивает, утаивает. А у него есть что скрывать. У него вот за спиной какое-то легкое отношение с женщинами. Может быть, погуливал, может быть, ловеласничал, может быть, у него там целый гарем был. То есть в свое время. Может быть, с какой-то женщиной он не очень хорошо поступил. И он за это все стыдится. Потому что вы для него какая-то сверхбожественная, очень порядочная, ну просто святая женщина. И вот он не хотел бы, чтобы вы видели все его узкие места, да, и вот грязную одежду его, да, нижнюю. Вот. Человек, вы знаете, очень хочется к вам, очень хочется с вами, но при этом боится. Боится, что совершит ошибку, что какое-то необдуманное действие предложит вам что-то, да, предложит, вернее, но вы откажетесь, либо вы неправильно воспримете. Если вы обидитесь, ну, он просто говорит, я не знаю, что мне делать, как я буду на это все реагировать, что мне с этим делать. Смотрите, с вашей стороны, вот я вижу какое-то сомнение, и сомнение именно в нем, в любви его. Вы в нем сомневаетесь в том, что он к вам, ну, с вами честен, да, то есть какие-то все-таки секреты вы его спалили. Может быть, вы и не узнали суть этих секретов, но то, что он что-то скрывает от вас, вы понимаете. Либо у вас есть еще один человек, вот как раз-таки за вашей спиной стоит. Может быть, вы замужем, может быть, у вас еще один жених есть, да, с кем-то вы общаетесь. То есть я вижу, то есть выбор, либо довериться этому человеку, полюбиться с ним, либо наоборот от него отойти и идти к другому человеку. Знаете, вы выбираете между чувствами и между, может быть, логикой. Потому что вот этот человек, вы все-таки с ним чашу держите любви. То есть это эмоциональная наполненность. А этот человек, который у вас за спиной стоит, он может быть какой-то выгодный. Да? То есть как бы тут больше, может быть, прагматика у вас срабатывает. Ну, мне с ним выгодно, да. Могу ли я выйти из своей зоны комфорта, чтобы получить любовь? Может ли любовь заменить комфорт? Может ли мне там понравиться, либо все-таки мне оставаться на том месте, в той ситуации, в том положении, где я сейчас. Знаете, это ваш выбор, это ваша жизнь. И я скажу так, что вот этот надежный человек, у вас с ним кольцо. Либо он будет вам предлагать брак, либо вы уже с ним в браке. Возможно, у вас даже от него есть дети, либо
Вы понимаете, что если вы там детей заведете, либо ваши уже дети, там, именно ваши дети, да, с этим человеком будут чувствовать себя хорошо, в комфортных условиях. Возможно, этот человек в вашей жизни появится. Возможно, его сейчас нет, но он появится там в ближайшее время. Человек очень такой состоятельный, состоявшийся, авторитетный, при денежках, при каком-то там богатстве, да, ну что, прямо буду говорить, что мы все девочки, все мы люди, каждый, конечно, желает жить хорошо. И деньги – это неотъемлемая часть нашей жизни, без них, сами понимаете, никуда. А любовью, как говорится, сыт не будешь. Всегда вот есть такое понятие, да, любовь разбивается о быт. К сожалению, да, так оно и бывает. А вот у вас прям выбор будет между любовью и деньгами. Вы будете думать, и вы будете выбирать. Я так понимаю, что вы уже девушка такая хлебнувшая, либо вы на чьем-то опыте хлебнувшая. То есть посмотрели, там, как мама ваша жила, бабушка, там, не знаю, сестра, подружка. И вам не хотелось бы проходить через эту всю мясорубку жизни. Вам бы хотелось, чтобы жизнь ваша была более-менее спокойная, уравновешенная. Это не какой-то там криминал, да, каждый имеет право на то, чтобы его жизнь была такой, как ему хочется. Я не буду вас тут ни к чему, никакие вам советы давать. Мне главное, чтобы вы себя чувствовали комфортно, и чтобы вы были счастливы. По поводу человека, которого вы загадали, да, у него к вам очень серьезные чувства, и эти чувства, они будут еще больше и больше развиваться со временем. Будет ли он действовать? Да, он будет действовать, но будет действовать очень-очень аккуратно. Знаете, вот как в час по чайной ложке, да, по такому сантиметру продвигаться будет. А почему он это делает? Да потому что влюблен, да потому что боится сделать что-то не так, вы для него очень важны, у него какая-то вот, нет, вернее, у него какой-то конкретной стратегии, у него все идет по ощущениям, по чувствам, по интуиции. В принципе, вот такой момент. Чего ждать в ближайшее время? Ну, ждите разговоров, ждите каких-то вот именно разговоры будут идти. Да, оно пустое, вода из пустого в порожнее будет переливаться, но разговор – это первый этап. Сначала мы говорим, потом мы узнаем друг друга лучше, начинаем действовать. Конкретные действия от этого человека последуют, но последуют они немножечко попозже, чем вы, например, себе там думаете, планируете. Человек будет вас куда-то звать, куда-то приглашать. Да, может быть, какое-то время ваши отношения будут выглядеть какими-то натянутыми, и между вами как будто будет расстояние. Но, тем не менее, опять же таки, да, человек, которого вы загадали, очень... Ну, такой, знаете, вот он может быть и опытный в отношениях, но в случае с вами большой страх что-то сделать, ляпнуть, сказать, показать не то. Поэтому будет вести себя очень крайне аккуратно. Еще раз говорю, причина вот как раз-таки вам кажется, что вы ему не интересны, а причина наоборот. Это то, что он очень вами заинтересован, то, что вы ему очень нравитесь. Поэтому страх, что вот ошибусь, и она меня не примет. На ближайшее время ждите от него разговоров. Разговоры будут. Предложения, приглашения. Но пока вот все у вас как в разговоры упирается. Дальше посмотрим. Дальше я буду еще делать такие гадания и будем смотреть. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.